Физкульт Привет, Якутск. Мы снова с вами. В эфире у нас 35-й выпуск. И у нас следующая новость. Рождественские каникулы 7 января 2018 года прошли очередные республиканские соревнования по спортивному ориентированию и туризму в помещении среди школьников и взрослых в спортивном комплексе Дахсу. Главный судья соревнований Юрий Владимирович Иванов и главный секретарь Алексеева Яна Николаевна. В первенстве республики всего приняли участие около 150 участников. Наиболее интересным было выступление по разделу туризм. В разделе спортивное ориентирование успешно выступили школы номер 10, 33, 31, 21, 17. Юрий Владимирович, пожалуйста, расскажите о результатах республиканских соревнований по спортивному ориентированию и туризму среди школьников и взрослых. Сегодня в спорткомплексе Дахсун прошло первенство по спортивному ориентированию и спортивному туризму в помещении, в зале. Бегало, в общем-то, достаточно много детей, около 150 бегали ориентирование, но туризм бегали меньше 100 человек. Туризм был достаточно сложный, и ориентирование тоже. Было 5 лабиринтов, и кроме 5 лабиринтов были еще объекты, с которых нужно было быстро сориентироваться. Детям очень нравится спортивное ориентирование в помещении. Во-первых, потому что это совершенно безопасно, всех на виду. И во-вторых, это проводится в зале, в тепле, поэтому дети с удовольствием ходят. И для начала ориентированием это очень хороший вид ориентирования. В любом спортивном зале можно нарисовать карту, поставить любые контрольные пункты, повесить карандаши, и можно проводить соревнования. К сожалению, приехала только одна команда из села Аджилун Чуракчинского Луса, потому что сейчас сложно перевозить детей, очень высокие требования по закону, и поэтому ни таксисты, ни школьные автобусы и микроавтобусы не оборудованы, не отвечают этим требованиям. И таксисты тоже отказываются возить организованные группы детей, потому что тоже не соответствует этим требованиям. Поэтому, я думаю, на республиканских соревнованиях будет с каждым годом, с каждым разом, пока это не приведут в соответствие автотранспорт, будет народу мало. Сейчас подводим результаты и могу сказать некоторые результаты по группе. Здравствуйте, Яна Николаевна. Пожалуйста, расскажите об организации и проведении республиканских соревнований по спортивному ориентированию и туризму в помещении. Первенство по туризму и ориентированию в помещении проводится традиционно 7 января, уже 4-й, по-моему, или 5-й даже раз. Нынче, к сожалению, не смогли приехать представители улусов Амгинского, Мигино-Кангаласского, Хангаласского и Мусалданского, в связи с тем, что ужесточились правила перевозки детей, поэтому не смогли улусы приехать. Из улусов представлен только Чуракчинский улус, село Ожулун. Также представлены школы города Якутска 10-я, 21-я, 26-я, 31-я, 33-я, 19-я, 17-я. Всего 115 участников школьников и 12 взрослых участников. Сейчас идет старт по ориентированию, позже будет старт по туризму. Oh, look at all the people. Вводим результаты соревнований. В группе МЖ-10 победила команда 10-й школы. В группе МЖ-12 победила команда 33-й школы. В 14-й группе первое место заняла команда 31-й школы. Эта школа выставила 2 команды, и первая команда заняла первое место. В
группе МЖ-16 сейчас считают результаты среди юношей, а в группе МЖ-18 победила 21-я школа. Ну вот и все, дорогие друзья. Огромное спасибо Юрию Михайловичу, учителю физкультуры 26-й школы. Он опять нас порадовал новостями. Наша творческая группа прощается с вами. До новых встреч. Физкульт Якутск. Tiki tiki